Друзья, всем привет, меня зовут Мадяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Так сказать, новый мукбанг в новом году. Шутник из меня тот еще. Значит, у меня сегодня, извиняюсь, у меня сегодня домашний мукбанг. Домашние котлетки приготовила мамочка, за что ей огромное спасибо, из говядины. Тут я отварил, как сказать, рожки, макарошки. Тут у меня корейский салат, тоже готовила мамочка. И тут у меня домашние заготовки, это типа кобры, или там горлодер, как он называется. И вот такой салат, типа такого зимнего. Все, давайте начнем, без долгих, как говорится, разговоров. Время обеденное, так, чтобы суховато не было. Кобры на макарошке. Ну что, друзья, с наступившим вас уже 23-м годом. В прошлом мукбанге я вам сказал много пожеланий. И могу повториться, что прежде всего вам здоровья, вам и вашим близким. Мирного неба над головой. Благополучия и достатка. А что еще надо в жизни, правильно? Здоровье есть. Есть. Что еще пожелать? Благополучия и процветания. Сегодня сильно обжираться не будем. Я 4 котлетки положил. Потому что у меня уже как 3 дня с перебоями работает интернет Билайн. Ненавижу. Вот как деньги забирать, они начинают, извините меня, настолько тебя, как бы сказать, да, вот, допекать, да, вот, и смс-ками, и звонками. Я говорю, знаю, что у меня 1 числа оплата, что вы ко мне пристали, знаю. Я оплачиваю, потому что интернет нам не нужен, да, я блогер. Ну, так когда я оплатил его, а его нету, это вообще... Чё, к чему собачка сдохла? Поэтому, если ролик длинный, его запаришься загружать в YouTube. А вы знаете, я же могу говорить бесконечно, если на столе еда есть. Еда заканчивается и вдохновение у Мадяра. Вот. Ну что, Новый год как прошел? Прошел у меня тихо, спокойно, был дома, никуда не ездил, как говорится, не пил, не дрался, к сожалению, или к счастью. Вот. Честно говоря, настроение было в этом году куда-то ехать, там можно было все это организовать, но неохота, короче, была. Друзей у меня в Астане мало, можно сказать. Очень мало. Ну, они все разъехали в Семск. Напишите ваши истории, как вы отметили Новый год. Может, буду читать ваши комменты и думать, вот дает, вот молодец. Котлетки просто реально огонь. Огромное спасибо мамулечке за ее золотые руки. Котлеты просто вышка, топчик, огонь, ракета. Хлеб. Спасибо всем большое. Под прошлым видео было очень много добрых слов. Поздравляли вы меня, поздравляли нас вместе с Бахжан, поздравляли Бахжан отдельно. За что вам огромное спасибо. Пью просто воду, ребят. Лень мне было в магазин идти.
Потому что сейчас мне надо съемку закончить, кухню убрать и пойти в ЦОН по делам. ЦОН это там как типа центр обслуживания населения, типа там документы, нам все делаются там. Вот. У меня же такой салатик же есть еще. Всегда стараюсь покупать макароны Султан. Они такие вкусные, не разваливаются. Этот макарон Султан стараюсь брать. Ой, улетели султаны, макароны Султан. Что-то захотелось мне котлет не с пюре, а именно с макаронами. Так что 23-й год пришел. А кого это год? Кролика или кого? Я даже не знаю. Что-то в этом году техника меня не полюбила. 31-го сижу, заряжаю свой телефон. У меня iPhone. И он то заряжает, то не заряжает. Блин, что с ним? Получается, моему айфону 2 года, по-моему, да? Сейчас вспомню. Получается, да, 2 года. И он тут работает нормально, все хорошо, ничего. Вот зарядка. Устала, видно, от жизни, от работы. И сломалась. Я написал в чат соседей нашего подъезда. Пишу: соседи, выручайте, нужна зарядка на iPhone, подзарядить хотя бы час-полтора. Ну, думаю, 100% наберу, там у меня надо сторис записать поздравительное, там на сообщение ответить. В общем, такие, знаете, блогерские дела. Дела-делишки, да? Ну вот. Это одна соседка пишет: да, давайте вам дам. Я живу на таком-то этаже, она пишет. Все, выручила меня. Я зарядил 1,5 часа до 100%. Дома не было какой-то плитки шоколада там, или просто пакеты положили там яблоки, апельсины, конфеты, чтобы в качестве благодарности, да. Вот она прям хорошо так выручила. Еще 1 января с обеда, хотя все уже работали, торговые дома. Поехал в Хан-Шатыр на автобусе. В автобусе уснул. Че к чему? Уснул вообще. И проснулся чуть ли не только возле Хан-Шатра. Так, макарошки остаются. Надо сюда еще одну котлетку. Сейчас принесу. И, в общем, пошел в Хан-Шатыр, там все магазины уже открыты. Как я слышал, что администрация вообще таких крупных торговых центров, она им как бы настаивает, я, по-моему, даже применяет штрафные санкции, это везде, в любых странах, по-моему, что они должны выйти. Но, в принципе, по логике вещей правильно, потому что если они арендуют место, они как бы сами денег заработают в этот день.
И получается, люди, пришедшие туда, они не останутся с носом. То есть бутики работают, они пришли, раз они в Инстаграм пишут эти торговые дома, что мы работаем. Ну, люди, как и я, человек идет с надеждой, что какой-то бутик он будет работать. Ему нужна зарядка, там, ему нужна обувь, ему нужны там трусы, носки, неважно. Ну вот, я пошел, купил. А мне нужен был только шнур. Не вилка вот эта вот, голова, да, а именно шнур. Сказали, что оригинал стоит 7000, чему я очень удивился. Думаю, ну ладно. Купил, зарядил, все нормально. Вообще, конечно, хочу. Такая у меня мини-мечта. Купить себе iPhone с 1 терабайт, чтобы был памяти. Я мог бы снимать, монтировать, какие-то прикольные нарезки. А сейчас что, у меня 64 гигабайта? Видели бы, как я сижу, все удаляю, чтобы видео свое в iMovie, ну, как бы отредактировать, да? Хотя у меня нету там здесь спецэффектов там, ну и так далее. Но все равно нужно. Ну, где-то там чихнешь, где-то, извините меня, там сделаешь. Это все вырезаешь, понятное дело. Люди, потому что смотрят же меня во время еды, многие, поэтому вырезаешь такие моменты. Вот. Вчера в Астане был такое буранище, вы не представляете. Просто я человек далеко не дюймовочка, да? Очень далеко не дюймовочка. Я чуть не улетел, прикиньте. Пипец. Так что, друзья мои, спасибо, что вы со мной, как это сказать, год были, да вы со мной уже несколько лет, потому что моему каналу уже 2,5 года же, правильно? Капец, как время быстро летит, а? Только я вчера вроде сидел, за мной была дверь, это было на кордоне в частном доме в Семске. Я ел мант, что-то рассказывал, был еще худенький, молодой. Ну ничего. Некоторые меня попрекают этим, говорят, что я разжирел. Ну, ребят, я человек над собой посмеяться могу, поэтому для меня это как бы не очень обидно. Настолько не обидно, что я плачу. Вот. Поэтому... Мы же 30 числа с Богжан же стримили, прикиньте. Прикольно так посидели. Часа 3,5. И танцы были. И кола со льдом была. Что еще? В общем, так хорошо посидели, душевно. Ну, я стрим удалил, знаете. Где моя салфетка? Я стрим удалил, честно вам говорю, потому что, не знаю, сохранять стримы там не люблю я. Там когда по душам говоришь, я с вами тоже по душам говорю вот на видео, но там как-то, ну, я даже не знаю, как вам объяснить. Там другая атмосфера. Прикиньте, да, ничего не вырежешь, ничего как бы не утаишь от зрителя, да? Не знаю. Ну, наверное, буду сохранять. Как назло еще перестала работать в нашей стране только тогда или на постоянной основе Donation Alerts. То есть люди хотели скинуть донат, потом начали скидывать уже на Каспи. Хочу поблагодарить зрительницу Викторию, которая на прошлом мукбанге, на прошлом стриме скидывала донат. Спасибо большое, Виктория. Виктория моя постоянная зрительница. Вот. Так что спасибо вам огромное. Так, крошки уже доем. Что добру пропадать, правильно? Ну что, ребят, вот такой вот мукбанг получился. Не буду вас долго томить. Никакую тему с вами сегодня не обсуждали. Просто пообщались по душам, как говорится, просто так про Новый год, про то все. Сегодня у меня настроение было просто поесть, снять все это дело и с вами так поговорить, грубо говоря, ни о чем, да. Вот, так что увидимся на следующих мукбангах. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы поддерживаете меня. Будьте здоровы, будьте благополучны, будьте
оптимистичны, вот так скажем. Увидимся. Пока-пока. Пока!